На ее окнах нет занавесок. Женщина их просто не любит. Вацлава Левандовская– одна из тех, кто не привык скрывать свою жизнь от любопытных глаз. Все, что сегодня заработала и добилась, считает женщина, должно быть на виду. Ведь все– это годы непосильного труда, терпения и желания сделать свою жизнь и жизнь своих близких лучше и комфортнее. У женщины редкое имя– Вацлава. Это имя свойственно активным, энергичным, смелым людям, уверенным в своем успехе, всегда готовым к быстрым решениям и спонтанным действиям. Среди людей с именем Вацлава много успешных бизнесменов и предпринимателей. Это абзац из Википедии. Все эти характеристики можно отнести к ней, к этой улыбчивой, скромной женщине, к нашей героине. Родилась героиня нашей передачи на Украине. Детство и школьные годы прошли в Хмельницкой области, а поступать Вацлава поехала в Киевский университет, выбрала химический факультет. Высшие силы меня сподвигли на то, что это не мое. Бросила это все и уехала на строительство казахстанской магнитки. Как раз приехала сестра с Тимиртау, и я без денег, практически только налегке, и уехала в город Тимиртау. Устроилась работать электриком, потому что мы в школе, девочки были электриками. Уехала, год проработала электриком и поступила в Карагандинский политехнический институт. 65-й год, это был первый год, когда можно было поступать с медалью, сдав только один экзамен. Я стала на распутье. Очень хотелось мне обучаться медицине, и хотелось мне в политехнический, потому что там высшая математика. И вот единственное, что меня сподвигло пойти, это в политехнический, потому что там я от души обучалась высшей математике, а в медицинском ее не было. О том, что поступила на тот момент именно так, женщина никогда не жалела. Она училась в группе отличников. Все были дружны, и по окончании университета однокурсники договорились, что ежегодно будут встречаться в один и тот же день в любимом кафе «Весна» города Караганда. До сих пор традицию никто не нарушил. 50 лет нашей дружбе. И будем встречаться до тех пор, пока кто-то последний не придет в кафе «Весна» и не закроет книгу нашей дружбы, большой студенческой дружбы. Сейчас вас приезжает уже в кафе. Много? Приезжают все, кто живой. Ну, конечно, многие ребята уже ушли. 50 лет назад, окончившая институт, Вацлава получила специальность горный инженер-электрик. Сразу же была направлена на практику в шахту. До сих пор женщина вспоминает, как институтская практика стала полезным походом. Как там страшно. И тогда я решила, что никогда в жизни я своего близкого человека туда не пущу, в шахту. Да. Очень страшно, когда эти пачки угля валятся рядом, красные глазки – это крыс. Это очень ад кромешний. Ну, так вот. После окончания университета Вацлава устроилась на работу, вышла замуж. Там же, в Караганде, родились двое детей. Но жить стало тяжело, и молодые решили переехать сначала в поселок Промышленный, а потом и в Ленск. Это был 1984 год. Мы приехали по приглашению Хапчагайской экспедиции. Мы когда жили в Промышленном, Петр работал в Кизылсыры. И когда стал увольняться, у нас уже был куплен дом в Мирном. Мы уже собрали контейнер, все, мы должны были уехать в Мирный. И в последний день, когда это увольняться, его пригласил начальник, говорит: слушай, Петр, ты не хочешь поехать в Ленск, и там мы организуем Хапчагайскую экспедицию. Поезжай, и будете встречать людей. И я тут же сама взяла на себя эту смелость, приняла решение, позвонила на руководство и сказала, да, что мы уезжаем в Ленск. И так мы приехали в Ленск в августе 1984 года. Семье предоставили жилье, и началась у Левандовских новая интересная жизнь. Там же был сплошной лес, это дорога, это все занимались мы отводом земли, покупали жилье, людей селили, нанимали специалистов. Вот это первая семья, к которой мы приехали и занимались. Хапчагайская экспедиция, признается Вацлава Прониславовна, это их детище с мужем. Несколько лет спустя Вацлава отошла от строительства и организовала службу по ремонту электроплит. Это первая и единственная женщина в городе, которая чинила плиты.
потом с супругой взяла к себе это в помощники. Мы вдвоем ремонтировали электрические печи. Полностью город. Прям вы сама Ну, ремонтировали естественно, я печь? же электрик, конечно. И вы сейчас можете сама Ну, ходить, есть с закрытыми глазами. А почему же нет? Сама это мы и электропроводку, если надо, что-то отремонтировать, это все мое, это ж моя То есть специальность. как бы А я очень любила, кстати, это ходить по вызовам. Придешь, отремонтируешь, люди все расскажут, угостят. Это практически весь город А знала. настороженно не относились, что женщины? Было дело, сказали, что среди женщина не может быть мастером. И надо же было такому случиться, попал провод под это и замкнуло. Бабушка сказала, я же сказала, что женщин мастеров не бывает. Ну, я старалась хорошо это делать. Да, это работа Ну, такая. и голову же можно. Да там мозгу-то в этой печке, что там ее ремонтировать. В свободное от работы время женщина занималась хозяйством. Всю жизнь Левандовские содержали птиц и крупнорогатый скот. Вот откуда у женщины тяга к сельскому хозяйству. Им женщина занимается по сей день. Делала небольшой перерыв, занималась предпринимательской деятельностью. У Вацлавы Брониславовны свой бизнес – магазин промышленных товаров. Но сегодня, по словам женщины, бизнес не стал приносить ни дохода, ни удовольствия. Поэтому пришла мысль снова заняться сельским хозяйством. Пока мы растили 4 детей, нужно было держать хозяйство. У нас и коровы были, и козы, и птица была. В общем-то, мы всегда занимались хозяйством. Потом подались в торговлю, не до этого было. А теперь, в общем, торговля просела, поэтому нужно было возвратиться опять к сельскому хозяйству. И я решила, что куры мне само то это, тем более имея такую производственную базу. Мы были в боксе, где содержатся цыплята. Этих боксов, вот если посмотреть на всю базу, этих боксов у нас немерено. То есть тут возможность для развития птицеводства колоссальная. Сегодня многие предприниматели Ленска, имея свой бизнес, стараются еще и реализовать себя в отрасли сельского хозяйства, так как именно это направление сегодня развивается быстрыми темпами. Перейти на экологически чистую продукцию местного производства мечтают все ленчане, но, к сожалению, пока обеспечить ей получается далеко не всех. В районе только одно предприятие, которое занимается производством местной продукции, но оно с требуемым объемом не справляется. Поэтому районная администрация и лично глава уже на протяжении нескольких лет оказывает финансовую поддержку всем желающим заниматься развитием сельского хозяйства, будь то простые жители, крестьянские хозяйства или предприниматели. Одной из тех, кто получил помощь, притом лично от главы района, на приобретение инкубаторов для разведения птицы, стала и Владслава Левандовская. Мне в этом плане хорошо помогает наша администрация Абельманов. Он сам настроен на сельское хозяйство. Вот, пригласил он меня 3 января к себе и сказал, будешь заниматься делом? Буду заниматься делом. Вытащил деньги из кармана, дал, едь и покупай инкубаторы. На выделенные средства женщина приобрела фермерские инкубаторы, заказала элитные яйца, произведенные в Чехии, Венгрии, Канаде и Франции. Планирует выводить птицу не сотнями, а тысячами. Я хочу, в общем-то, выводить не десятками, я хочу тысячами выводить, если будет на это спрос. Просто, чтобы люди почуяли вкус этой работы, этого занятия, чтобы в каждом сельском подворье было не пусто, а чтобы бегали это курочки. Это через 3 месяца этот птенец превратится в хорошего поставщика мяса, домашнего, хорошего, качественного мяса. Разведение птицы началось успешно. Первая партия – это цыплята-бройлеров и индюшки – уже реализована. А в этом году я планирую 1500, а то и 2000 это вывести. Вот сейчас подойдут инкубаторы, значит, я буду это высиживать и именно ездить по селам, предлагать, чтобы люди брали, видели. В этом году я уже поставила цыплят в Витим. Нет, Витим – это помощь погорельцам, а в Пеледуй, Южную Нюю, Ортонахар. Ну, люди так присматриваются. Я думаю, что сдвинется в положительную сторону это желание. И хочу водоплавающую птицу попробовать выводить. Это уток, мулардов и гусей.
Часть птицы героини нашей передачи продает, а часть оставляет себе, чтобы к концу лета реализовать свежее домашнее мясо. Так, сегодня в подворье у Вацлавы Брониславны 50 бройлеров и такое же количество индюков. Еще маленькие бройлеры, потом индюшата. Сейчас еще утку заложу, еще бройлеры заложу, индоутку. Я буду расширять это производство. Накупила я этих инкубаторов. Но, как и в любом деле, в разведении птиц тоже много нюансов и сложностей. Заложив партию яиц индюшат, часть в назначенный срок не вылупилась. По словам Вацлавы, яйцо попалось плохое. Придется менять поставщика. Бывают удачи, бывают неудачи, бывает это яйцо не совсем удачно. Но меняю поставщиков яйца. Ну, это же жизнь, это же работа. Ну, всяк бывает. Вы знаете, даже если отрицательный результат, все равно я его воспринимаю положительно, потому что это опять-таки в копилку знаний. Значит, где-то я неправильно поступила. Часть птицы этой же партии оказалась с патологией конечностей и была отбракована. В итоге из 100 запланированных индюшат получилось всего 20. Это финансовые потери. Женщина расстроена, но успокаивает себя, вспоминая слова своей матери. Мама говорила, за опыт нужно платить, и чем дороже заплатишь, тем лучше его усвоишь. Несмотря на все сложности, руки у героини нашей передачи никогда не опускаются. Она как будто заряжена энергией. Планов у женщины много, и она уверена, что при такой серьезной поддержке в лице главы района они обязательно воплотятся в жизнь. Есть такое понятие «лично делать историю», да, грубо. Если все зависит, наверное, от человека. Если у человека есть желание, ну, в принципе, если у человека желание, и если есть понятие, что делать, соответственно, поддержка наша будет однозначно. На самом деле база очень хорошая, перспектива базы есть. Ну и вот, уважаемая госпожа Левандовская, ну, если желание такое есть, она человек, несмотря на возраст, очень активный, такой пробивной, я думаю, что, ну, должно получиться все. Наша поддержка будет обязательно. Для меня сегодня это развитие сферы хозяйства, это все-таки, наверное, главная тема, это головное назначение для меня, и поэтому эту тему стараемся обязательно всячески поддерживать. Это касается наших крупных предприятий, как Батамайский, Артык, Гуляева или это малый или средний бизнес, нам не важно. Важно, чтобы сельскохозяйство в районе развивалось. Да? По сути говоря, такие малые предприятия, скажем, как господин Олесов, сейчас у нас госпожа Левандовская, начинает заниматься разведением, скажем, птиц, да, и реализацией птиц населением. Конечно, мы этих людей готовы поддерживать и на уровне наших, и, скажем, фонда кредитования, на уровне наших субсидирования. Ну, я не знаю, всяческая помощь наша там будет, но мы хотим по мере получать от наших производителей хорошую качественную продукцию. Соответственно, как бы, если мы субсидируем эти предприятия, мы требуем, чтобы обязательно создавались белые рабочие места, хотя не говорю, что много, но хотя бы 1, 2, 3 места рабочих наши предприниматели официально белые должны создавать и платить за людей все социальные выплаты. Сегодня Вацлава Брониславовна принимает заявки от линчан на приобретение птицы и уверяет, что цены будут ниже, чем везде. По словам предпринимателя, мы не добьемся желаемого результата, если будем поднимать цены. Ведь только снизив ее, можно вызвать у людей желание приобрести птицу и попробовать себя в роли новоиспеченного фермера. Я поставила своей задачей это снизить цену на цыплят. И, в общем-то, чтобы люди брали, чтобы каждый мог взять себе это, вырастить этого цыпленка, вырастить это хорошее домашнее мясо. Ну и сразу ведем переговоры с Абельмановым. Все-таки нужно не просто навести цыплят, а нужна кормовая база. Это самое главное, потому что не будет кормовой базы. Ну, смысл заводить этих цыплят, если их нечем кормить. Поэтому мне очень хочется, чтобы в деревнях люди как-то постигали эту науку и чтобы покупали цыплят, чтобы растили для себя это, курочек. Пока слабо в деревнях берут это цыплят, но я думаю, что это дело времени. В Ленске сельхозуправление второй год реализует продажу кур-несушек. Это направление для района новое, но уже стало пользоваться спросом. Доставкой птицы занимается тоже героиня нашей передачи. У женщины оборудованная машина, птица доставляется до Ленска в
целости и сохранности. В этом году порадовала и цена. Она гораздо ниже, чем в прошлом. Предприниматель не стала ее завышать. За птицей женщина ездит сама. Доставка осуществляется под ее чутким руководством. У меня просто появилось много свободного времени. Ну, по характеру я просто рабочий человек. Ну, как-то, тем более сейчас с торговлей не очень, это не очень надежный такой источник дохода, поэтому, ну, берешься там, где можно заработать. Тут никакого секрета нет. Поэтому мы решили. Тяжелый труд, но преодолимый. Я так понимаю, вы сами еще ездите туда? Да, когда снимали, это как раз мы только приехали с рейса, грязнущие, уставшие, ну, нормально доставили. Дело в том, что это живность, которую надо контролировать, и тем не менее первый рейс очень был неудачный. Ну, что сделаешь? Ну, потому что много кур задохнулось по дороге, да, не создали условия. Ну, потом сделали выводы, и все нормально у нас получилось. Второй рейс, да, нормально, и следующие рейсы будут. Все будет хорошо. Самое главное, что люди довольны. Много вы уже привезли кур? Где-то 1200. Это только вот в город, да, пока? Нет, мы привезли в город и Южную Нюю. Вот. А потом еще деревни будем это, да, и на Тору еще это обеспечили. Сейчас будем по деревням ездить, возить. Ольга Баракова второй год приобретает птицу у совхоза «Новый». Девушка довольна. Удобная доставка до места, достойная цена и каждый день свежие яйца. На данный момент у нас 27 куриц. Несутся хорошо, по 22-23 яйца. Детям нравится ухаживать за курицами, собирать яйца. Ну и, конечно же, кушать, потому что это полезно и свеженькие, всегда вкусненькие. Кур-несушек доставляют из города Мирный. Ежедневно предприятие реализует птицу как оптом, так и в розницу. Много лет линчане ездили за 240 километров, чтобы приобрести кур, но в прошлом году несушек стали поставлять в Ленск. Управление сельского хозяйства заключило договор с совхозом, стали собирать заявки от населения. В этом году их поступило более 1000. Ну, люди активно заказывают, заявок все больше и больше. Просто отрадно, радостно, что люди уже как бы и доверяют. Да, и уже желание есть заниматься сельским хозяйством, кур держать, и чтобы своя продукция была. Нынче у нас подрядчик поменялся, Левандовская Вацлава Бориславовна, она человек очень преданный и самое главное ответственный. То есть у нее все четко, мы с ней обговорили все нюансы, все вопросы, чтобы потом вопросов не было. Она даже нам сделала как бы, то есть там на транспортные расходы ей вообще там мизерная, просто человек сам предъявил желание чисто от себя там, поэтому мы все обговорили, все хорошо. То есть она получается одна курица. В прошлом году мы брали в Арылахе совхоз «Новый», тогда она была 550 рублей. И нам на транспортные расходы, ну, плюс-минус где-то около 600 рублей выходила. А нынче у нас она еще дешевле стала. Сегодня предприниматель поставил уже все партии птиц, а это более 1500 штук. В этом нелегком труде помогает женщине ее сын. Зараза, самая дрочливая курица, как базарная баба. Еще одна. 2 штуки. Так, 3. Сын это и племянник Шевчук Виктор, это мой, кстати, крестный сын, это мои самые верные помощники. Да, мы втроем, у нас такая команда, мы втроем это и все радости, и все неудачи, все вместе переживаем, но делаем одно дело, да, ребята помогают мне. Занимается сельским хозяйством героиня нашей передачи теперь с сыном. Нет больше поддержки любимого мужа. Он ушел из жизни в прошлом году после продолжительной болезни. Но боль утраты никогда не утихнет в сердце. Женщина тоскует и никак не может привыкнуть к жизни без своего Петра. Очень хорошая семейная жизнь, дружная. Вот я всегда поражалась своему супругу. Я всегда говорила: Петр, ты у меня просто неземной порядочности человек. Человек, который не умел ни соврать, ни предать. Вот хороший помощник, очень хороший отец. Почему я сейчас так и тяжело переживаю. В сентябре мой Петр ушел в мир иной. Ну так вот, теперь я одна тяну
тяну свои дни, которые мне еще достанутся. И изменить ничего нельзя. Просто надо терпеть и жить дальше. Жить дальше, работать. Муж тяжело болел, поэтому, конечно, я связана была по рукам и ногам. Но сейчас он ушел, поэтому я сейчас вся в труде, вся в учебе, будем так говорить. Да, у героини нашей передачи остается время еще и учиться. Учит Вацлава иностранные языки. Учусь. Учусь. Я просто очень люблю языки иностранные, поэтому я занимаюсь языками, это мое хобби. Ну а так, читаю, постигаю, что-то новое прочитаешь. Оказывается, я этого не знаю, поэтому я стараюсь это. Взялась заниматься высиживанием цыплят, это же целая наука, поэтому за что не возьмешься, просто так, как сказать, с пустыми руками не подходи к любому делу. Поэтому стараешься, надо, прежде чем что-то делать, надо постичь науку. Поэтому я постигаю науку. English, French. Английский, французский? Да. Французский я учила в школе, я великолепно это владела им, но потом понимаю французский язык, но подучить надо. А английский сама уже выучила. Так вот, за турецкий бралась. Мне легко языки достаются. А якутский я не осилила. Якутский язык показался нашей героине очень сложным, но и его она надеется постичь. В нашем разговоре героиня сказала с уверенностью, что она удачливый человек, и это не касается финансовой составляющей, и она хочет кусочек своей везучести подарить каждому. Уже много лет женщина поддерживает медалистов. Так, на выпускной она учредила свою небольшую премию за достигнутые успехи. Я всегда старалась сказать добрые слова напутствия детям дорогу и как бы передать кусочек своей везучести. Вот я знаю, как трудно это, да, кто ж это не знает, родители, когда провожают детей своих на учебу. Это очень тяжело, сложно, это боязно. Ну, поэтому я тоже всегда старалась как-то поддержать. Мне всегда это было интересно. Несмотря на всю свою занятость, у женщины всегда остается время на увлечение. Как уже было сказано выше, она учит языки, путешествует, играет в шахматы. В мечтах у Вацлавы приобрести гармошку, на которой она научилась играть в университете. И потом долгие годы на всех мероприятиях она сопровождала ее. Мама очень такой целеустремленный человек по жизни. Она продолжает трудиться, продолжает генерировать идеи, продолжает сама и физически в том числе трудиться. Всю жизнь, конечно, поработала она, не покладая рук, вырастила 4 детей. Это тоже труд. Каждая мама знает, что такое труд, вырастить, можно сказать так, ораву детей. Всю жизнь она учится и хочет впитывать что-то новое. Папа всегда, покойный, называл маму двигателем, что она действительно двигала нашу семью, продвигала, и всегда идеи все, которые были, это всегда исходило только от нее. Папа, конечно, очень много, естественно, помогал и воплощал эти идеи, но генератор, конечно, это была мама. Несмотря на то, что вся жизнь героини расписана почти по часам, дети признаются, что материнской любви и внимания им хватало всегда. Я иногда слышу отзывы, достаточно взрослых уже людей, что не хватало мамы, где-то обиды даже очень часто проскальзывают на родителей, что не хватало внимания, не хватало каких-то, может быть, даже не то, что внимания, говорят, мне ничего не дали. У меня никогда не возникало этих мыслей, что я считаю, что все мне дали, а все, что я сверху хочу, это я уже должна достигнуть сама. Меня баловала мама, очень баловала. Несмотря на то, что я как бы одна из старших детей, обычно младших балуют, что меня мама баловала, особенно я когда училась. То есть присылалось мне денег не просто достаточно, а даже сверх того. Я всегда считала, что меня лично, я это ощущаю, что меня баловали. Поэтому я ничего не могу сказать, что мне что-то не додали или что-то
что-то какое-то внимания мне не было. Нет, очень много было внимания, несмотря на то, что младшая сестра у нас, ну, инвалид детства. Вот, казалось бы, ну, все ей должно было быть. Нет, мы это вот никогда не чувствовали. Ни обделенность вниманием никогда не чувствовали, что кому-то лучше, кому-то больше. Вот всем всегда было одинаково. У меня после разговора с этой интересной женщиной в голове крутится много вопросов. Когда она все успевает? Как у нее хватает сил, времени и терпения? Но на них не нахожу ответа ни я, ни сама наша героиня. Это жизнь, и она ее вдыхает полной грудью. Какие у вас еще планы на ближайшее время вообще? Вот сейчас что вы планируете еще? Планирую, что, значит, поддерживать хорошее здоровье, жить, учиться, читать и любить людей. Все, вот такие вот у меня планы. Я всегда стараюсь относиться к людям это уважительно, а еще надо их просто людей любить. Вот. И тогда можно надеяться на ответную реакцию. Наша передача по случайному совпадению выходит за неделю до 75-летнего юбилея нашей героини. И хочется пожелать ей долгих лет, а Ленскому району побольше таких идейных людей, любящих край, в котором они живут.